Начинаем или не начинаем? Доброе утро, дорогая церковь. Все, кто внизу, пожалуйста, проходите наверх. Музыканты, просьба подняться на сцену. Еще раз доброе утро. Рад вас всех видеть. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, благословим этот чудесный день, это собрание. Будем славить Господа. Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам, Господи, за то, что мы могли прийти сюда своими ногами. Господь, что у нас есть место, где собираться, что мы здесь можем молиться Тебе, славить Тебя и назидаться Тобой, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, Господь, двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь, Господь, ибо Ты глава этой церкви. Мы уповаем на Тебя. Ты наша надежда и опора, Господь. Ты источник наших сил, нашего вдохновения, нашего желания жить, Господи. Мы просим Тебя, Господь, благослови каждого, кто присутствует здесь, кто будет смотреть нас в трансляции. Пусть никто, Господь, не уйдет равнодушным. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого. Ты знаешь желание сердца лучше человека, Господь. Может быть, мы сами не подозреваем, мы не можем найти причину какого-то беспокойства, Господи, но Ты знаешь. И я прошу Тебя, Господь, пусть будет мир в каждом сердце, пусть каждый получит то, в чем он нуждается, Господь. Я прошу Тебя за восстановление отношений, Господи. Прямо сейчас, во время собрания, Господи, пусть приходит мир, приходит успокоение. Пусть Дух Твой, Он будет на каждом человеке во имя Иисуса. Да будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы Богу дадим аплодисменты, ибо Он достоин, и мы прославим Его. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Твои просторы, где любовь течет, как река, ветра дуновенье, Твое прикосновенье, и милость Твоя велика. Я хочу быть выше, там, где Дух Твой дышит, где присутствие Твое. Дух во мне течет, любовь свою несет, перед Твоим троном я склонюсь. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, Ты боль все исцелил, во благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек забрал, Сын Божий ради нас Отцем стал. Ты взял мою вину,
тобою лишь живу. Грех мира ты распял на кресте. Святая кровь твоя очистила меня. Ты искупил и оправдал меня. Мы к тебе позовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе позовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к тебе позовем, Дух Святой, мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Аллилуйя. Господь здесь, воздаем все славу. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты присутствуешь здесь среди детей Твоих. Аллилуйя, наш Бог! О, как прекрасен ты,
распятый на кресте, стал моим царем навеки. Распятый на кресте, стал моим царем навеки. Распятый на кресте, стал моим царем навеки. Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Аллилуйя! Воздай ему всю славу, Господь, мы славим Тебя на этом месте. Ты великий Бог. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. И все вместе доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь, доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Hasbibdi sürəğiyə, Tuğunan doların beləği, Halar bakın xonu boku. Tanara, cühünütten körbəkü, Nadı yağın sürəğiyə, Gördə hübərət betdigi. Erenevin kutlamaqı, Erenevin kutlamaqı, Erenevin kutlamaqı. Min oloğu ben güzlədilərgən, Erenevin kutlamaqı, Erenevin kutlamaqı, Erenevin kutlamaqı. Min oloğu ben güzlədilərgən.
превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь, доверяю Тебе, не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. В любой ситуации доверяй Ему. Господь не оставит тебя. Ты Его дитя, и любовь Его к тебе безмерна и велика. Будь с Ним всегда. Ты нашел меня, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Мигин болбоду быганыл быды, Иисус быгачы. Кутталы кайды, өстөк күнүрдү, бейегер таланылды. Айыгуда болбаппы, Иисус оғотобу. Айыгуда болбаппы, Иисус оғотобу. Термините мигин талбыды, таптаңын ат бермейді. Иисус ханынан саңарды дөрем, әйенемін болуды. Айыгуда болбаппын, Иисус
душа ликует песню избавления. Мы навек свободны, пали рабства цепи. Давайте праздновать победу, ведь мы Божьи дети. Раздвинув воды моря, что пройти мне, изгнала страх любовь твоя. Ты спас меня, и я готов петь вечно, что я дитя царя. Раздвинул воды моря, чтоб пройти мне, изгнала страх любовь твоя. Ты спас меня, и я готов петь вечно, что я дитя царя, что я дитя царя, что я дитя царя, что я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Помни, ты дитя царя. В любом случае, ты его дитя, и он никогда тебя не оставит. Отец Небесный, Господи, мы, как Твои дети, благодаря Иисусу, имеем дерзновение приходить пред Твоим престолом. И прямо сейчас мы приносим наши нужды. И мы просим Тебя, Господи, благослови каждого человека в нашем собрании. Ты знаешь наши нужды, Господи. Кто-то нуждается, может быть, в работе. Господь, усмотри все. Кто-то нуждается в решении денежных проблем. Господи, дай мудрости, дай средства, способности зарабатывать, Господь. Усмотри все. У кого есть жилищные какие-то вопросы, Господь, все наши физические нужды, мы просим Тебя, Господи, Ты усмотри. Но прежде всего мы, Господь, просим за тех людей, у которого есть какая-то болезнь, есть какая-то немощь. Иисус, написано, что ранами Твоими мы исцелились. Я провозглашаю исцеление в жизнь каждого человека прямо сейчас. Если у тебя есть какая-то болезнь, у тебя где-то что-то болит, просто положи туда руку. Я прошу Тебя, Господи, исцели этого человека, Господь, исцели каждого. Всякая болезнь, Ты побеждена Иисусом Христом. Я запрещаю Тебе, я провозглашаю божественное здоровье в жизнь каждого человека. И также, Господи, я прошу Тебя, измени мышление. Если человек, он вредит сам себе, и у него есть какие-то вредные привычки, прямо сейчас я провозглашаю освобождение. Что мы сами порой губим свое здоровье. Господи, дай мудрости, как нам обращаться со своими телами, чтобы ходить в той победе, которую Ты даровал нам. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике и по всей стране. Господи, благослови каждую церковь. У Тебя одна церковь, Господи, но много поместных общин. И мы просим Тебя, Господи, чтобы было единство, был мир между церквями. И чтобы каждая церковь, она исполняла то предназначение, которое у Тебя есть для нее, Господи. Благослови всех лидеров,
всех духовных наставников, Господи, чтобы они слышали голос Твой, чтобы они шли за Тобой, чтобы они вели свою паству, Господи, чтобы они родили о людях, Господи. Просим Тебя, благослови каждого человека. Господи, благослови лидеров. Пусть люди, они спасаются, Господи. Мы постоянно говорим, что мы не приводим людей в церковь, мы приводим людей ко Христу, Господь. Пусть люди, они спасаются, в какой бы церкви это ни было. Пусть они слышат благую весть. Господи, поднимай людей, которые бы распространяли Евангелие во имя Иисуса. Господь. Господи, мы просим Тебя также за руководство нашего города, нашей республики и нашей страны. Благослови, Господь, президента, правительства. Пусть у них будет страх Божий, Господь. Пусть они радеют о своем народе еще больше, Господи. Пусть жизнь людей в нашей стране, она меняется к лучшему, Господи. Ты веди их, Господь. Нет власти не от Бога. Господь, Ты направляй. Мы уповаем на Тебя, что Ты будешь говорить, что Ты дашь им советников, на которых они могут положиться и которые будут говорить им правильные вещи, Господь. Пусть среди них будут духовные люди. Пусть будут люди, боящиеся Господа. Аллилуйя. Пусть будет так, Господь. Господи, мы просим Тебя за всех людей из нашей церкви, в том числе, кто был призван и кто находится в зоне СВО. Мы просим Тебя, Господь, пусть они вернутся домой живые, Господи. Пусть они вернутся без увечий, Господь. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их. Господь, благослови каждого. И мы просим Тебя о том, чтобы эти военные действия, эта операция, она как можно быстрее закончилась, Господь. Пусть будет мир. Пусть как можно больше людей будет спасено. Но, Господь, Ты можешь действовать и прямо сейчас там, поднимай людей, Господь. Есть верующие люди там. И как у нас вот парень приходил в отпуск, и он говорил, что там нет неверующих. В окопах нет неверующих, Господь. Пусть они свидетельствуют. Пусть люди каются и принимают Тебя во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Не садитесь. Я рад вас всех видеть еще раз. Давайте мы дадим аплодисменты прославлению. Тоже. Но вы помните, что вся слава Ему. Мы для Него стараемся. Аминь. Но прославленцы молодцы. Спасибо большое. Вот, и почему я говорю не садитесь, потому что у нас, видимо, учебный год начался. Сегодня у нас так много людей, которых я давненько не видал. Поэтому минимум 5 человек. Вы знаете, у нас добрая традиция. Вы видите человека первый раз, подойдите к нему. Скажите что-нибудь хорошее, как он хорошо выглядит. Если вы давно кого-то не видели, подойдите, благословите. Хочешь дружить с кем-то, будь сам дружелюбен. Мы воплощаем просто Писание в действие. Уже можно идти. Возьмем 5 минут буквально. Благословите кого-то, подойдите. Хорошо? My faith will stand. Come on, you make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Здравствуйте. Your grace abounds in deepest Как water. вообще жизнь? Sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now. Jesus. So I will call upon your name. And keep my eyes above the
Spirit, lead me where my trust and without waters. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Хорошо, дорогие, нас становится больше, и если вовремя не остановить, то можно общаться до вечера. Давайте мы будем проходить на свои места, мы будем продолжать собрание. Да, я буду где-то вот здесь маячить. Хорошо, и вы заметили, что у нас шарики, какие-то украшения. Внизу стол для детей приготовлен. И это неспроста, потому что сегодня, с сегодняшнего дня, у нас начинает полноценную работу воскресная школа. То есть детское служение. И детям приготовили там всякие подарки, в том числе вкусные. И я бы хотел пригласить сюда сначала учителей детского служения всех. Да. Все сидите, смотрите, у них даже бейджики появились. Все учителя детского служения, кто сегодня здесь, выходите. Вот наша команда. Да. Школьные годы. Позже мы помолимся также за детей, но сейчас я бы хотел помолиться и благословить всех учителей детского служения. Вы помните, что у нас еще также начнет работу еще одно служение, тоже детям, царские охотники. Я надеюсь, мы стартанем в конце сентября. За них мы помолимся отдельно. У нас сейчас, не все здесь, многие ребята, они уехали. То есть лето уже закончилось, а у нас народ до сих пор продолжает где-то тусить. Миграция продолжается. Но сейчас давайте мы всей церковью, мы помолимся и благословим на этот учебный год всех учителей, кто-то еще не вышел. А чего вы такие скромные? И бейджик даже висит. Мы же благословляем. Гадости говорить не будем. Поэтому давайте мы помолимся. Вся церковь. Господь, благодарим Тебя за этих людей, за их сердца, что они откликнулись, Господь, на Твой призыв. И что они готовы служить детям. Наверное, одно из самых важных служений, Господи. Потому что те, кто не заботится о своих детях, у того нет будущего, Господь. Поэтому мы просим Тебя, Господь, благослови их сердца, благослови их руки, благослови их разум, как мы их сейчас благословляем, Господь, всяким Твоим благословением. Дай им мудрости, дай им терпения, Господи. И также дай им слышать голос Твой. Пусть будет помазание на Тебе. Дай им мудрости, как строить уроки, как работать в команде, Господи. И также дай им постоянство и дай им терпение, Господи. Я прошу Тебя. Господи, мы также просим Тебя о том, чтобы все их домашние проблемы, дела, они решались, Господь. Все, кто служит, Господь, чтобы они могли уделять Тебе время и не заботиться о каких-то вещах дома, Господь. Пусть все решается. Просим Тебя особую благодать на них, Господь. В эти вот первые дни пусть это служение, оно стартанет как никогда, потому что мы в ожидании. Мы всегда просили, Господь, и я говорил, делился, что Ты вкладываешь в сердца, что этот год он особенный, что есть какие-то перемены. И пусть эти перемены, они будут
начинаться с детского служения, Господь. В лучшем плане, Господь. Пусть как никогда будет уровень во имя Иисуса. Пусть дети, они получают, они слышат о Тебе, они принимают Тебя, Господь. Пусть будет так. Пусть чудеса там происходят, Господь. Ты сказал, что будьте как дети. И не мешайте детям приходить ко мне, Господь. Пусть это будет реальностью в этом служении во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Садитесь, пожалуйста. Теперь мы будем вам немножко говорить такое стихотворное напутственное слово от учителей воскресной школы. Потому что это очень серьезно, потому что мы все тоже собирались. Итак, а музыка будет? Внимание, бабушки и дедушки, мамы и папы, дяди и тети, мальчики и девочки. Школьная пора. Все заботы детства, книжки до тетрадки, до звонки с урока. Важно, чтоб Иисусу было всегда место, чтоб проблемы школы не затмили Бога. С Библией усердно, чтобы все сверяли, чтобы были в школе, как письмо Христово, и мирские взгляды в сердце не пускали, чтобы было сердце от греха свободно. Школьная пора – время важных знаний. Много нужно знать, чтобы жить на свете. Чтобы жизнь была не пустою тратою, в этом нам помогут школьные предметы. И в преддверии школы мы взываем к Богу, чтобы Его рука во всем нам помогала. Только с Иисусом устоять мы сможем перед тем, что людям предлагает дьявол. Формулы и цифры, и правописания нам помогут в жизни проложить дорогу. Но Христа Иисуса, личное познание, нам дает возможность быть на небе с Богом. А сейчас, пожалуйста, дорогие ребята, школьники, кто идет в школу с 1 по 11 класс, обязательно. И кто еще не идет в школу, и кто еще уже студент, пожалуйста, выходите сюда вместе со взрослыми, с которыми вы сюда пришли. Выводите за руку, будем молиться тоже за них, потому что они вместе с вами начинают этот учебный год. Потому что на плечи мам, пап, бабушек и дедушек, братьев старших и сестер ложится это груз, это бремя чудесного школьного времени. Выходим, пожалуйста. Давайте мы помолимся. Благословим родителей, благословим детей на этот предстоящий год. Мы молились за учителей, теперь за детей и за родителей. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка в нашем собрании. Благодарим за их родителей, Господь. Благодарим за семьи. Господи, Ты дал видение в нашей церкви, что наша церковь – это церковь полных семей. Господь, у нас так много свидетельств было, что семьи, они восстанавливаются. Я прошу Тебя, Господь, чтобы это благословение, оно было над нашими семьями, над нашими людьми в церкви, Господь. И прямо сейчас я прошу Тебя, Господи, благослови всех, кто здесь стоит, как мы их благословляем, Господи, всяким Твоим благословением. Прежде всего, благослови крепким здоровьем. Наступает осень, скоро холода, и я прошу Тебя, Господи, по возможности, пусть всякая болезнь, всякая простуда, она обойдет стороной. Господи, даже если какой-то вирус, он попадет, я провозглашаю, не причинит никакого вреда. Будут просто легкие какие-то последствия. Господь, проведи. И мы просим Тебя, Господи, благослови родителей,
чтобы они чувствовали ответственность, и чтобы они поступали, как написано в Библии, чтобы они не раздражали детей своих, но чтобы они были примером, Господь, чтобы они говорили о Тебе, о Христе, но разговоры без того, если ты не действуешь, то, о чем ты проповедуешь, это ничто. Поэтому пусть они своим примером показывают во имя Иисуса. Я прошу Тебя. Благослови также всех детей, чтобы у них было постоянство и чтобы была радость, Господь. Я провозглашаю. Ты сказал, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Пусть все будет легко и непринужденно весь этот год. Потому что это здорово ходить перед Тобой, постигать истины Твои, и в этом есть радость. Пусть это будет реальностью во имя Иисуса Христа. И все сказали аминь. Дети остаются у сцены, а родители, пожалуйста, присаживайтесь, потому что деткам мы приготовили особенные подарки. Пожалуйста, подойдите ко мне, кто пошел в первый класс в этом году, в первый класс, кто пошел? Подойдите ко мне вот сюда. Так, ой, мужчины какие, сюда вот давайте встанем, вот сюда, перед родителями. Первоклашки? Первоклашки, мои хорошие. Вон сколько нас. Так, следующее. И, пожалуйста, под музыку школьную можно мы сейчас поздравим все. Учителя, пожалуйста, проходим и поздравляем. Все подряд, да? Все, можно проходить уже. Да? Очень бережно держите эти шарики. Они могут улететь. Донесите их, пожалуйста, до школы. Сейчас тебе тоже. Где еще один? Ой, Илья, спасибо большое. Твой уже был наверху. Держим крепко. Родители, проследите, пожалуйста, чтобы шарики раньше времени не улетели. Ребята, те, кто получили подарки свои, в подарке есть маленький сладкий сюрприз. Я прошу вас его приберечь для дома и вместе с родителями попить чай и оставить себе в память обертку от этого сладкого сюрприза. Хорошо, ребята? А сейчас, пожалуйста, все спускаемся вниз на торжественное чаепитие. Все, девочки, вниз кто-нибудь встречает? Я несу. Это вы хлопаете то, что дети ушли? Так все обрадовались. У нас есть еще одна немаловажная часть служения – это пожертвование. Давайте мы сейчас это сделаем. Можно попросить ведра, можно в электронном виде. И вы знаете, что церковь, она существует на десятины пожертвования. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. Вы можете не вставать, я помолюсь. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого человека, кто когда-либо давал и дает в церковь, Господь. Пусть его рука, она не оскудеет, пусть на все всегда хватает, Господи. Прежде всего, я прошу Тебя, дай мудрости каждому человеку жить по средствам, Господь. Благослови, чтобы не было ни у кого долгов, Господи. Чтобы мы никому ничего не были должны, кроме взаимной любви. Пусть это будет реальностью в жизни каждого человека в нашей церкви. Настанет этот час, Господь. Пусть будет финансовое благополучие, Господь. Это так немаловажно, Господь. Но все рождается в голове. Пусть будут правильные привычки.
Пусть будет финансовая грамотность во имя Иисуса. У каждого, Господи. Я прошу Тебя также, чтобы не только в финансах не было проблем, но чтобы вообще кто как дает, Господи, благослови во всех сферах. Господи, пусть все, чего касается руки, во всем преуспеют во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Хорошо, и у нас сегодня особенный день, в том смысле, что мы поздравляем именинников. Давайте мы сразу сейчас это тоже сделаем, раз уж у нас собрание начало затянулось, и всякие вещи. Вот, и давайте я Татьяне передам. Это так много? Август. Месяц особенный. Добрый день. Я прошу выйти всех именинников, у кого было день рождения в августе. И давайте без ложной скромности. Ну, выходите, не стесняйтесь. Да, вот посмотрите, у Вячеслава было день рождения. Обратите внимание, Слава, можно показать футболочку? Ему вот подарок подарили. Если кто не узнал, это Вячеслав в молодости. Я его помню за клавишами в церкви, еще вот таким вот он там. Да, еще и у мамы юбилей. Вот еще один юбилей. Давайте, ну, можете не вставать, если на сердце. Лариса, ну, с детьми. Я передам. Господь, благодарим Тебя за всех именинников. Мы просим Тебя, Господи, благослови их особенным образом. Рождение человека – это важно, но, как Ты говорил, рождение свыше – это, наверное, самый важный момент после появления на свет. Мы просим Тебя, Господи, благослови каждого. Веди их дальше. Ты их довел до этого возраста. Веди их дальше, Господь. Пусть будут чудеса в их жизни. Пусть они слышат голос Твой. Пусть будет радость во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, которые у них есть, уберегая их от зла. Пусть будет так. Аминь. Хорошо. Слава Богу. И давайте я сразу тоже еще объявление сделаю. Я так много говорю сегодня. Еще собрание не началось, я не начал проповедовать. Мне кажется, я уже весь эфир заполнил. Я уже устал. Объявление. На прошлом собрании у нас внизу висели вещи. Внимание, смотрите. Не нужно приносить в церковь никаких вещей, никаких обменов, никакого старья, ничего там. У нас есть центр помощи Help ЕКТ, который находится в Вилюйский переулок. Если кто знает, там огроменное помещение, туда приносят вещи, там есть люди, которые принимают, меняют и так далее. В церковь приносить не надо. Почему? Я вам сейчас объясню. Смотрите, вот кто-то развешал эти вещи без разрешения снизу. Благие намерения, все здорово, все замечательно. Там разделась Мария Алексеевна у нас, повешала свою курточку. Кто-то, видимо, подумал, что это вещи на обмен, взял ее курточку, вытащил шапочку из кармана и ушел в этой курточке. И что нам теперь делать? Я хочу обратиться ко всем. Если кто-то по незнанию, ну, скорее всего, это так было, просто посмотрели, думали, вещи на обмен, и кому-то взяли. И у нас человек остался без куртки. То есть это, ну, не дело. Пожалуйста, либо с ней свяжитесь напрямую, либо можете ко мне подойти. Давайте вернем человеку куртку, потому что если она не найдется, ну, нужно что-то решать. Это не дело, да? Вот, это первое объявление. И второе объявление, оно тоже из этого вытекает. Нам нужны организаторы порядка. Поэтому я прежде всего обращаюсь к мужчинам, если у вас есть в сердце послужить. Нам нужно, ну, вообще, что порядок должен быть. Вы все согласны? Нужна какая-то организация.
Не обязательно мужчины, может быть, женщины тоже, но в приоритете это мужчины, организаторы порядка. То есть вот, например, у нас сейчас люди подходили, нам нужен кто-то, кто мог бы выйти и поговорить, например, с другими мужчинами, которые часто заходят. Ну, не так часто, но молва как бы здесь идет, и они бывают не совсем трезвые. И поэтому, как бы, ну, чтобы женщин нам не оставлять, нам нужен кто-то. Вот, а если это откликается, пожалуйста, можете подойти ко мне. Вот перемены в церкви, это в том числе, я думаю, перемены в организации вообще всего. Потому что мы такие все в любви, свободные, течем, и у нас такое все аморфное. Но вы понимаете, что это хорошо, когда небольшая группа людей, если все больше и больше, нужны люди, которые будут организовывать. Нам нужны гардеробщики. В том числе, я думаю, что нам нужно вот не просто так ходить в гардероб, вешать, но сделать бирочки и все выдавать. То есть, чтобы люди принимали и по бирочкам получали. Чтобы у нас люди, которые приходят в дорогих шубах, они не боялись ее там оставить, потому что, ну, как-то... Вы понимаете, да? Чтобы везде был порядок. Поэтому, если... Я просто делаю призыв, это необходимо. Не пренебрегайте этим. У Бога нет каких-то служений, которые незначительны. Аминь. Поэтому, если это касается вас, потом также... Ага, мне говорят, чтобы я не мотался взад-назад. Вот, потому что мы сделали приближение для трансляции. Я верю, что мы в обозримом будущем будем заканчивать со звуковым оборудованием. Следующий шаг – это у нас свет, и это оборудование для видеотрансляций. Нам нужны люди в команду медиаслужения. Потому что то, что у нас есть, слава Богу, вообще прорыв. Но я верю, что можно лучше. И нужно стараться. Хорошо, нам не хватает людей в команду медиаслужения, потому что нам нужно иметь какую-то скамейку запасных, потому что вы все знаете, мы все на добровольных началах, кто-то куда-то уезжает, кто-то... чтобы была замена. Хорошо? Также, если откликается у вас, если вы хотите быть в медиаслужении, то есть нам нужны будут люди по свету, нужны люди по видео для трансляции, в общем, только назови. Как бы если есть желание, также можете обратиться ко мне. Аминь. Я ничего не забыл из объявлений? Надеюсь, да? Знаете, сегодняшняя проповедь называется «Ослепленный разочарованием». И я продолжаю идти по человеческим чувствам. Вы знаете, что в последней проповеди мы говорили о страхе, о гневе, о горечи, о том, когда у тебя опускаются руки, и как поступать и что делать. И сегодняшнее местописание, к которому мы будем обращаться, это числа. Давайте мы почитаем. 20 глава, числа, с 1 стиха по 12. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет и смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале», то есть, в их присутствии, чтобы они видели это, «скажите скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа,
как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы... И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Я уже приводил такой пример. Еще раз приведу, потому что у него финал такой. Помните, я рассказывал про мальчика маленького, 6 лет, который играл вот в эти вот, я не знаю, как это называется, кран, коробка стоит, да, ну и такое хваталка, ты ей управляешь кнопками и вытаскиваешь мягкие игрушки. Кто-нибудь играл в такое? Кто-нибудь вытаскивал? Ну тогда я особенный. У меня никогда не... Я пару раз пробовал, я понял, что у меня просто раздражение было. То есть ты стоишь, и, знаете, то есть как бы вроде бы азарт есть, но история в чем заключается? Вот маленький мальчик, вот он стоял, и у него тоже полное разочарование, раздражение. То есть ты пытаешься, деньги уходят, ничего не падает. Вы знаете, что нужно подцепить краном, протащить, и там есть такой лоток, куда это падает, ты пропихиваешь руку и достаешь. В общем, когда у него кончились деньги и терпение, он взял и залез вот в эту штуку, ну, в люк для выдачи и попытался пролезть туда в ящик, чтобы... И он практически уже вылез. Ну и застрял там. Позвали администрацию, там это все ключом открывается, ну, его вытащили, все кончилось хорошо. Я вот только не знаю, игрушку он получил или нет. Да, по рукам получил, наверное, точно. Но к чему я привожу? Мы сегодня говорим про разочарование. Знаете, вот он был полон вот разочарования и злости. То, что он испытывал. И он настолько был разочарован, что он сделал что-то, что ему не следовало делать. И он застрял. Можно сказать, что вот это уловило его в прямом смысле. Вот это вот разочарование. И сегодня, как я уже сказал, мы будем говорить про разочарование. И вы знаете, я просто выписал значение слова. Посмотрел несколько словарей. Давайте я вам прочитаю. Разочарование. Отрицательно окрашенное чувство, вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями. Чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя, неудавшегося. Дальше, внимание. Разочарование можно считать одной из форм фрустрации. Но в случае разочарования человек перестает бороться за получение желаемого. Фрустрация возникает в ситуации, которая воспринимается субъектом как угроза, потенциальная или реальная, удовлетворению той или иной его потребности. Суть в чем? Знаете, я бы больше от разочарования, вам дальше читать не буду, объясню на словах, как я понимаю это. Разочарование – это когда ты чего-то очень хотел, например, ты желал, и ничего не получилось, и ты огорчился, и ты перестал что-либо делать, вот это вот разочарование. Но фрустрация – это, наверное, слово больше подходит, но я побоялся его вставить в название этой проповеди, чтобы не умничать в этом смысле. Ну, как бы какое-то иностранное слово такое. Фрустрация – это как разочарование, но здесь еще плюс злость, и плюс ты еще пытаешься что-то сделать и исправить. Вы понимаете, да? То, о чем мы будем сегодня говорить, это вот именно разочарование, но еще и со злостью, или горечь какая-то у тебя, и ты все еще делаешь. И, знаете, кто-то вот сравнивал вот фрустрацию, да, вот такое разочарование с горечью, это вот как, если гнев, это такой всплеск эмоций, это взрыв, тебя просто разорвало, то вот такое вот разочарование, фрустрация с горечью, это такой, знаете, как огонь, который горит медленно. И он горит, и горит, и горит, и горит, и ты вот... Вы понимаете, да, я как бы не знаю, насколько удачные сравнения. Мне казалось, что удачные. Судя по вашим лицам, я уже не уверен. Но
я как могу стараюсь объяснить. Если честно, я ничего не услышал. Давайте потом, ну, в смысле, я же сейчас расскажу, и, скорее всего, отвечу на вопрос. Если не отвечу, можно подойти ко мне в конце и спросить. Хорошо? У нас такой прямо зал, я даже не услышал человека, представляете? Стою здесь. Никогда бы не подумал. Итак, если вообще у тебя вот такое вот разочарование, со злобой ты что-то делаешь, у тебя все не получается, если это все длится очень долго, скорее всего, вот оно приведет к гневу, к какой-то вспышке. Тоже все этим закончится. И вы знаете, вот то, что текст, который мы прочитали сегодня про Моисея, это то, что происходит с Моисеем. Вы знаете, Моисей 40 лет водил народ по пустыне. Кто смотрел на карту вообще, вот где Египет находится, Синайский полуостров, вы знаете, они перешли Красное море, 40 лет, как бы, это надо постараться. Вы понимаете, да, то есть, как бы там, кругами надо ходить. Но это уже другая тема проповеди. Но вы представьте, 40 лет в пустыне, и они водят народ, и постоянно происходят чудеса. Но люди, после того, как какое-то чудо произошло, они забывают это, и они постоянно жалуются, и они постоянно приходят к Моисею и попрекают его, да? То есть, когда они только-только вышли из Египта, и они подошли к Красному морю, и египетские колесницы, они были, вот они у них по пятам, они начали жаловаться, да? Давайте мы посмотрим, это Исход 14 глава, 11-12 стих. «И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». То есть с самого начала они говорят: мы же тебе говорили, да пусть мы там в рабстве будем пахать, чем ты нас привел, гробов там нет, что ли? Здесь нас решил в песке закопать. Начинается все так, да. Позже они начали жаловаться насчет еды. В пустыне 40 лет, вы понимаете, ничего не вырастешь. Давайте мы посмотрим. Исход 16 глава, 2-3 стих. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Да лучше бы мы там с полными желудками и с куском мяса во рту померли, чем здесь ходить и все сосет, и верняком мужчины жаловались, наверное, да? Да лучше бы я там помер с шашлыком в руках, чем здесь от голодной смерти». И позже они уже подошли, да, вы помните, они идут куда? В землю обетованную. То есть ту землю, где течет молоко и мед. Бог говорил, Он обещал им, что там будет круто. Они Ему поверили, они вышли, вот они подходят уже. И вы помните, они там отправили разведчиков, те как глянули на великанов, которые там живут, пришли вот с такими глазами. Смотрите, 14 глава, числа, 2 стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. А сейчас ты привел нас, у нас здесь вот эти вот великаны, они нас тут всех и порешат». То есть смысл какой? То есть они постоянно и постоянно, они жалуются и жалуются. И Бог, Он предупреждает нас, христиан, верующих, что не делайте так. И первое послание к Коринфянам, это небольшое отступление. Мы все еще говорим про разочарование, но мы сейчас вернемся. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 9 по 11 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Здесь смотрите, внимание. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Мы на них можем посмотреть и научиться. Он говорит, что не делайте так. Но каждый раз, когда Моисей только поворачивался спиной, куда-нибудь уходил, народ начинал тут же там
ругаться, ссориться, и возникали проблемы, и они жаловались. И из раза в раз, как будто ничего и не происходило, как будто и не было никаких чудес. Да? И то есть море разошлось, и ты прошел по суху. И как будто Господь, который тебя по морю провел, Он не может потом накормить тебя или что-то сделать. Нет, вот лучше бы мы там все померли. Зачем ты нас вывел? И все дошло до такой точки, что Моисей уже все. Он до такой степени наелся, вот это вот его разочарование с людьми. Вы помните изначально вообще Моисей, как подписался тоже? Он особо не горел желанием выводить народ. Но что произошло? Бог ему сказал, да? И он там всякое пытался и отговорить его, что и я косноязычный, и с двух слов-то связать не могу. И так далее, и так далее. Но потом он встал, он сделал то, что ему Бог говорит. Весь народ с ним вышел. И когда вот это все происходило, только представьте, вот эта фрустрация, это разочарование с огорчением, с раздражением, которое была у Моисея. И мы читаем числа 11 глава, с 11 стиха по 15. «И сказал Моисей Господу: для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». У Моисея полное разочарование, фрустрация. Я все делал, Господи, ну зачем, кто я такой? Ты на меня возложил всю вот эту ответственность, и люди постоянно недовольны, они жалуются. Господи, если у тебя милость ко мне есть, убей меня, пусть я умру. Это то, что он говорит, да, он обращается. То есть до какой точки он дошел? И он настолько вот был раздражен и настолько был разочарован в народе, как вот этот мальчик, который лез в эту коробку, когда он пытался достать, что он сделал, Моисей, также что-то, чего ему не следовало делать. Что же он сделал не так? Смотрите, Бог говорит Моисею, из того, что мы читали, 7-8 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». То есть, когда они смотрят, вот они все собрались, проговорите скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И Моисей взял посох, он подошел, да, все смотрят, и он дважды ударил по скале, вышла вода, все напились, все люди, весь скот напоился. Ну, то есть, представьте, в пустыне, да. Смотрите, 10 стих, что здесь. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказали им: послушайте, непокорные, разве вам из этой скалы извести для вас воду?» Да? Берет посох, ударяет 2 раза. Смотрите, что происходит дальше. 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю». Итак, еще раз. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Есть несколько точек зрения вообще, что произошло. Вы только представьте ситуацию. Моисей откликнулся на призыв Господа. Он пришел к фараону и говорил ему: отпусти народ мой.
и все эти казни были и так далее, нужно было иметь смелость. И вот они вышли, он 40 лет их водит. Он их водит, и они жалуются, и он там творит чудеса. И здесь непонятно, что происходит, и Бог ему говорит: за то, что ты ослушался меня, не почтил меня, не войдешь ты в эту землю, в народ туда не введешь. То есть вот это поворот. Да? Кто-то считает, что у него были четкие инструкции, ему нужно было проговорить скале. Да? Вместо того, чтобы проговорить, он взял посох и явно с горечью, с раздражением, потому что он говорит: вы непокорные. Он берет и бьет по скале 2 раза, вместо того, чтобы просто сказать. Да? Выходит вода, и кто-то говорит, что вот таким вот образом он согрешил. Наверное, что-то в этом есть, да. Но есть другая точка зрения, которой я также придерживаюсь, да. Знаете, смотрите, что говорит Бог Моисею. Он говорит про него и про его брата Аарона, который был первосвященником, да. Вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых. Что это означает? Давайте мы отмотаем немножко назад. Обратите внимание, что Моисей, он говорит людям. Вот ему Бог сказал, что соберите народ, когда они смотрят, проговорите скале, пусть выйдет вода. Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Моисей про Бога вообще ничего не говорит. Если до этого он всегда, знаете, было четкое понимание, что это Бог спасает, Бог раздвигает море, Бог посылает манну небесную, чтобы накормить и так далее, здесь Моисей вообще ничего про Бога не говорит людям. Но когда они ему жалуются, он такой с раздражением выходит: надоели вы, постоянно ноете и ноете. Что для вас еще сделать? Давайте я сейчас из скалы для вас воду выбью. Грубо говоря, он так. Я и Аарон. И, знаете, Бог, он говорит, что таким образом вы не явили святость мою пред очами сынов Израилевых. Я склоняюсь вот к этому, знаете, что вот в этом вот заключалось. Что для вас еще сделать? Давайте мы сейчас из камня воды вам выжмем. Вы понимаете? Бог очень ревностно относится вообще к своей славе. К тому, что Он делает. Знаете, как вот можешь всего касаться, но Бог очень ревностно относится к славе. То, что Он делает, и если ты присваиваешь ту славу, которая принадлежит Ему, все кончится печально. Поэтому нужно быть аккуратным в этом. Нужно помнить, кто дает, кто источник всей силы, кто источник чудес. Я смотрел, я не хочу касаться никаких фамилий, имен, чтобы какие-то стереотипы у вас в голове не ломать и каких-то священных, в кавычках, имен не касаться. Но знаете, много проповедников с громкими именами, и они творили чудеса Божии. Но в какой-то момент ты смотришь, и там уже служение такого-то человека. Вот когда вот начинается, например, что-то там, он исцелил. Служение исцеления такого-то человека. Для меня это всегда как бы такой, знаете, как показатель того, что где-то что-то, наверное, не то начинается. Человек начинает гордиться, и Бог терпит до какой-то, но потом он просто убирает. И нет уже никакого исцеления. Что ты сделаешь сам? Да хоть там завозлагайся руками, хоть что ты там делай, хоть замолись. Без силы Божьей ничего не будет. Вы понимаете, да? Поэтому еще одно отступление от нашей темы. Нужно быть очень аккуратным в этом плане. Но что привело к этому? Смотрите, внимание. Моисей, вот это вот его грех, почему он в него впал? Потому что он позволил вот этому разочарованию и раздражению контролировать себя. Такая центральная мысль через все проповеди, вот, которые все чувства мы поднимаем, знаете, гневаться – это нормально. Как нормально? Мы не можем этого избежать. Часто бывает такое, знаете, это эмоция, которая возникает у человека. Но то, как ты реагируешь на это,
вот это может тебя ввести в грех. Когда ты позволяешь гневу овладеть тобой, то же самое здесь с разочарованием. Любая эмоция, она может возникать, но если ты позволяешь ей контролировать тебя, то тогда она может тебя ввести в какой-то грех. Вы понимаете, о чем я говорю? То, как мы реагируем на эмоцию, сама эмоция – это еще ничего. Здесь то же самое вот было у Моисея. Да, он был разочарован, и он был раздражен поведением людей. То, как они реагировали. И вот это я делаю, и то делаю, и Господь чудеса творит. И все как будто ничего не было. Все одно по одному. Да лучше бы мы там умерли. И вы знаете, что в нашей жизни, у нас куча разочарований может быть. И мелких каких-то повседневных, и глобальных каких-то в жизни. И, из мелочи, я не знаю, вот кто, например, тебе уже давным-давно надо было быть где-то, ты едешь и попал в пробку, например, и ты смотришь и понимаешь, что уже никто никуда не торопится. Ты уже везде. Все успел, и это, и как бы руки опускаются. Или, знаете, я помню, у нас как-то пару лет назад в самую жару сломался холодильник. И холодильник был забит полностью там какими-то продуктами, морозилка. Вот тоже, знаете, какое-то разочарование было. Ты понимаешь, что нужно решать что-то быстро, потому что если ты... Да, вот. Илья сидит, мы с ним холодильник потом несли. Я помню. Вот. Чудо, кстати, тоже было, знаете. Холодильник только сломался, и у нас там в группе один человек пишет: ребят, кому нужен холодильник? И я был очень быстрый, я такой: мне! Вот. И так мы до сих пор старый не отремонтировали, потому что этот работает. Вот. Но суть в чем? Разочарование, может быть, каких-то вот такие бытовые вещи, а может быть, что-то большое, что-то глобальное в жизни, да? И даже мелкие вещи, они могут привести к тому, что ты потеряешь контроль над собой. Это там гневом закончится в пробке, например. Да, то есть там чудес хватает. Просто маленькие какие-то вещи, которые нас раздражают, но они долго не продолжаются, да, казалось бы, это какая-то ерунда. Там раз закончилось, и все хорошо, можно исправить это. Но когда возникает какая-то ситуация, которую ты не можешь контролировать, это за пределами твоего влияния, и это что-то большое в жизни. Вот вы знаете, я вот не знаю, какой пример привести, но у меня вот был печальный опыт, знаете, вот пару раз, когда ты с людьми из церкви пытаешься что-то сделать. Например, не в церкви, а вот по бизнесу, например. Давно уже мы там договорились с кем-то, там верующий парень, вроде бы все, там как-то... И он просто, я не знаю, как это сказать, плюнул на все вообще, абсолютно безответственный. Никаких там договоренностей нет. И вот, знаете, вот возникает, и что делать? И ты, например, уже там вложился во что-то или там подписался на что-то, и уже какие-то обязательства, и как бы нужно выполнять, потому что, как-то перед другими людьми, что как верующие же, что скажут. А ему плевать, например. И что делать, непонятно, знаете, вот я такой... Очень странно, да, например. Я вам могу еще одну ситуацию рассказать. Вы не знаете этого человека, пастор в церкви. Еще раз, вы не знаете его. Если там все совпадения, они случайны. И у них была... Они переехали в новую квартиру, и у них осталась там небольшая старая квартира, и они решили ее сдавать. Чтобы какой-то прибыток был, и как-то, опыта не очень много в этом деле. И все квартиросъемщики, которые у них были, постоянно какие-то проблемы. То одно, то другое, то там уедут, не заплатят, то там обдерут все. И когда нашлась какая-то семейная пара, верующая, кто-то посоветовал, говорит, вот у нас молодая семья, они как бы ищут квартиру, и они с таким облегчением и с такой радостью тоже сдали в аренду им. Вот, и прошел месяц, и все как бы замечательно, и они заплатили вперед, по-моему, за год. Вообще внесли оплату,
И все было хорошо, пока не позвонил участковый. И участковый звонит и говорит, что ну, вот вы там, нужно встретиться, они встречаются. Он говорит, вы собственник вот там-то такой-то квартиры, да? Он говорит, вы знаете, с вашего подъезда практически каждая квартира написала жалобу, что у вас постоянно какие-то, ну, собаки лаят, пищат и так далее. Выясняется, это молодая семья, они начали разводить каких-то собак. Ну, и когда очередной приплод, 9 штук, они все скулят, пищат. Ну, в общем, соседям было весело. И он говорит участковому, слушай, ну, как бы вот я сдал квартиру, нужно подойти просто этим людям сказать. Он говорит, это вообще не наши проблемы, вы собственник. Ну, и как бы все будет на вас. И он звонит этим людям, как бы мужчине, и говорит, что, слушай, ну, мы, конечно, про это не прописывали, ничего не говорили, что собак нельзя разводить. Но все соседи жалуются, и мне, ну, просто на меня в суд подают. В общем, там проблемы, ну, вы можете как-то это решить? Он говорит, не, ничего нет, мы деньги внесли на год вперед. Как бы, до свидания. И вот он, я, говорит, завис. И что делать? И еще раз, это пастор церкви. И вот эти люди, они не из его церкви, из соседней, ну, там, в этом же городе, но тем не менее. И он говорит, я и так пробовал, и так, и просто уже людей встречаю, которые там, они мне звонят и жалуются, и как бы, а это они ничего не хотят предпринимать. Я, говорит, уже просто терпение лопнуло, я позвонил ему и сказал, значит так, чтобы завтра никаких собак там не было, иначе я приеду и собак твоих, и детей твоих, и вас вообще всех за шкварняк и выкину. И мне все равно, что вы там деньги заплатили и так далее. И бросил трубку. И потом прошло какое-то время, и начала его грызть совесть. То есть формально он как бы прав. Ну, наверное. Но форма, в которой он это все выразил, и как он обошелся с людьми, и, то есть нахамил, наорал, с угрозами там, и так далее. И он говорит, я взял, говорит, сына с собой, и мы поехали, я поехал просить прощения. Ну, и они как бы двери открыли, и он говорит, что, слушай, ну, я вот был неправ в этом плане, мне не надо было вот на вас орать, там, как бы вот так поступать. И этот человек там, ну, в позу в такую стал, там, ну, в общем, в конце концов он его простил, там, да, и чем все кончилось? Они все-таки съехали. Они съехали и вернули им все деньги за оплату. Но суть в чем? Эти люди были неправы, наверное, с собаками. Ну, как-то такого уговора, может быть, и не было, но здравый смысл, да? Ты снял у человека квартиру и начал там щенков разводить, так что все соседи жалуются. Но это не оправдывает то, как вот этот пастор, он отреагировал, да? То, как он повел себя. И что я пытаюсь сказать? Вот в своем разочаровании, вот в этой фрустрации, то есть это раздражение и вообще все, он позволил этому чувству завладеть им, да? И он сделал то, чего ему не следовало делать. Вот в порыве такого, знаете. И он потом пожалел об этом, да? И на самом деле он не доверял, что Бог, он может решить это. Знаете, у нас должен быть источник вообще нашей святости, наших действий, должен быть Бог. Легко сказать, да? Но зачастую сделать это, ну, тяжело. Но мы должны помнить, кто нам наш источник вообще всего. И таким образом мы почтим Бога. Таким образом мы можем повлиять на то, чтобы вот наше разочарование, наше раздражение, оно не ввело нас в какое-то вот греховное поведение, чтобы это не вылилось в какие-то такие поступки. Знаете, Павел писал филиппийцам 4 глава, 11-13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Внимание, последний стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Ключевой стих. Вот в Иисусе, если Он для меня источник всего, то тогда я могу все. Могу и терпение где-то набраться, могу и на гордость на свою наступить, могу и с гневом, могу и с разочарованием справиться. Еще раз, где источник? Надо не забывать про это. Если мы ставим Бога, знаете, вот, как источник для нашей святости, мы у Него черпаем ее. Бог, Он проведет нас тогда. Он даст нам силу для того, чтобы справиться со всем. Слава Богу, кто-то сказал аминь. Так и есть. У меня последний вопрос есть к вам. Моисей вошел в землю обетованную? Он согрешил. Бог ему сказал: не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Ему что было позволено? Он зашел на гору, он посмотрел, увидел ее, и он умер. И его похоронили. Так он и не вошел, да? И с человеческой точки зрения кажется вообще несправедливо. Только представьте, 40 лет. 40 лет – это срок. Да? Он 40 лет вел народ, он был верен во всем, практически во всем. Как мог, старался, все делал. И один единственный грех, который вот такой, и то приходится тут объяснять, что же там было, да? Он не позволил ему войти в землю обетованную. Он постоянно разговаривал с Богом, он был свят, он был смирен, но он так и не смог пересечь Иордан. Один грех. Это все, что потребовалось для того, чтобы Моисей, он не смог войти в землю обетованную. То же самое с нами. Один единственный грех, и ты не сможешь войти на небо, если ты полагаешься на свою собственную праведность. Один единственный грех, он может лишить тебя неба, нашей земли обетованной. Но у нас есть преимущество, потому что мы не своей праведностью живем. Да? У нас есть Иисус. И что написано? Что Он умер за все наши грехи. Вообще все. Поэтому если своей праведностью, если ты там чего-то пытаешься соблюдать, один единственный грех, он не позволит тебе войти на небо, как и Моисею. Но если ты полагаешься на Иисуса, на Его праведность, то тогда все твои грехи, они прощены. Жалко, у Моисея не было Иисуса. Он жил до того, как, да? А с другой стороны, знаете, Моисей попал же в землю обетованную. Матфея 17 глава, с 1 по 8 стих. Здесь говорится про преображение Христа. Да? «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явился им Моисей и Илия, с ним беседующие». Здесь Петр, он настолько там, да, вот смотрите дальше. «И при всем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хотим, сделаем здесь 3 кущи, то есть 3 шатра, давай разобьем. Так круто здесь. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил это, облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Моисей вошел в землю обетованную. И кто? Благодаря кому? Благодаря Иисусу. Он все-таки попал туда, уже после смерти, да? Здесь. Единственная причина, способ, как Моисей, он смог попасть в землю обетованную, хотя
все заканчивалось так. Это из-за Иисуса. И это также прообраз для нас, вся Его жизнь. Вы знаете, если ты веришь, что Иисус Христос Сын Божий, что Он умер и воскрес, если мы принимаем это, что Он умер за наши грехи, и мы каемся в них, если мы готовы исповедовать Его, как своего Господа и Спасителя, тогда мы также войдем в нашу землю обетованную. Мы попадаем на небо благодаря Христу. И это все, что нужно. Как круто, да, у Моисея все-таки. У Бога, смотрите, какой план. Только благодаря Иисусу он попал. Аминь. Давайте мы поднимемся. Господи, я прошу Тебя, если я что-то привнес человеческое в то, что я говорил, пусть это упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но всякое слово от Тебя, всякая истина от Тебя, которая была высвобождена, пусть она не вернется тщетной, Господи, пусть принесет плоды в жизни людей. Дай нам жить так, чтобы никакие чувства, в том числе и ни разочарования, они не владели нами и не вводили в грех. Чтобы мы уповали на Тебя. Ты источник нашей святости, Ты источник нашей жизни. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Я хочу спросить, если у нас есть в зале люди, вы ни разу не молились молитвы покаяния, вы не принимали Христа как своего Господа и Спасителя, и вы хотите это сделать. Если есть кто-то, поднимите руку, я помолюсь с вами. Есть у нас кто-нибудь? Если вы стесняетесь, можно подойти ко мне потом. Аминь. Можно прославленцев попросить прийти уже? Потому что что-то мы как-то... Я старался побыстрее закончить, и многое всего пропускал. У нас часов нет, там у нас они сломались. И мы закончили на 15 минут раньше. Сейчас детское служение будет недовольно. Что я думал, что мы так затянули. Удивительно, да, как быстро все кончилось. Слава Богу. Смотрите, вот если постараться, можно все быстро закончить. Давайте мы Господа еще раз прославим. Не забывай, не
пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройду печаль, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертву Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертву Христа, не забывай, не забывай. Не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай все, что Бог сделал для тебя. Аллилуйя! У нас есть, говорят, много еще людей, которые уезжают в ближайшее время куда-то. Если вам предстоит дорога, давайте мы за вас помолимся, благословим, чтобы все было хорошо. У нас есть такие люди. Если вы куда-то едете, выходите. Да, выходите, выходите. Сюда выходите. Не стесняйтесь. Все, кто куда-то едет, давайте мы помолимся. Будем заканчивать после этого. Господь, благодарим Тебя за возможности, которые Ты даешь. Может быть, кто-то едет по делам, кто-то возвращается домой, кто-то, может быть, в командировке. Господи, мы просим Тебя, чтобы не было, благослови. Благослови каждого, благослови дорогу, чтобы все было хорошо, Господи. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их во всем пути. Пусть достигнут своей точки назначения, пусть кто возвращается к нам, вернется сюда, живой, невредимый, в целости и сохранности. Мы просим Тебя о том, чтобы вся техника, на чем они будут ехать, лететь, самолеты, автомобили, все работало исправно, Господи. Благослови людей, которые ее обслуживают, пилотов, водителей, Господи. Пусть все будет хорошо. И, Господи, сделай так, чтобы все было по расписанию, Господь. Чтобы дорога, она переносилась легко, чтобы приехали отдохнувшие и наполненные сил. Аминь. Пусть будет так. И на этом наше собрание окончено. С миром Божьим. Можно спуститься вниз, пообщаться, можно здесь остаться, пообщаться. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Будем рады вас видеть. Все. С миром Божьим. Господь пусть благословит вас.